Друзья, всем здравствуйте! Карта дня на 24 июня 2021 года. Это четверг. Посмотрим, какой будет день для всех. И общая карта для нас, для всех, восьмерка трефовая. Это день, когда мы должны будем, скорее всего, заниматься какими-то обязательствами своими. Да? То, что мы кому-то обещали, сегодня выполняем. Или мы сегодня можем, допустим, по договору выполнять какие-то условия. Мы можем сегодня платить кредиты, мы можем сегодня брать кредиты. Сегодня мы можем решать какие-то вопросы там, с руководством, с начальством, со всеми людьми, которые вот занимают высокое положение. Также эта карта, когда мы можем быть ограничены в чем-то, да, может быть, мы сами себя ограничиваем, ну, допустим, нам нужно сегодня очень много работы сделать, и мы ограничиваем себя там в отдыхе, в удовольствиях и так далее. Или, может быть, это ограничение идет от руководства, допустим, по работе, да, может быть, очень много работы, и они нам, допустим, как-то тоже ставят какие-то рамки. А также эта карта, когда мы можем получить отказ в чем-то, или, может быть, мы сегодня вынуждены ждать, да, какие-то задержки есть, какие-то препятствия, и вот мы терпеливо ждем сегодня. Потому что ситуацию по-другому нельзя решить. Она решится, конечно, но только более более поздно. Давайте посмотрим, что ждет овнов. У вас, уважаемые овны, тоже восьмерка, но бубновая. Да? Здесь у вас как раз какая-то крупная сделка может быть реализована, какое-то крупное большое желание может реализоваться. Знаете, то, что казалось вам вообще как бы не сдвигается с места, не решается, вот оно сегодня как раз получает развитие. Причем, знаете, здесь вот вы как-то особо не можете влиять на ситуацию, просто все в руки к вам идет в тот момент, когда именно это должно произойти, и вот вы начинаете уже тогда действовать, вот когда уже все, ситуация сама начинает раскручиваться. Это вообще карта, когда неожиданно что-то происходит. Неожиданно, может быть, уходит ограничение, неожиданно приходит какое-то разрешение. В общем, получаете ответ на свой вопрос, причем это разрешение какой-то трудной ситуации, сложной, которая долгое время стояла на месте, возможно, и никак не решалась. Это вообще вот такое сочетание, это какие-то непреодолимые обстоятельства, это может быть и хорошее, и отрицательное, да, но вот то, что идет прям по судьбе. Давайте посмотрим, что ждет тельцов. У вас, уважаемые тельцы, выпадает Джокер, и у вас тоже неожиданностей очень много сегодня, но эти неожиданности, они вас как-то освобождают от каких-то обязательств. Может быть, вы резко поменяете планы, может быть, будете расторгать договоры, обязательства, может быть, решите, допустим, уйти с одной работы, пойти на другую или своим делом заняться. То есть сегодня вы можете, даже, может быть, если вы это не собирались делать, да, вы сегодня можете от чего-то освободиться. Как-то очень уж здесь все как бы вас к этому ведет, да, то есть жизнь сама для вас устраивает такие условия. А также это карта, когда вы можете что-то начать заново, абсолютно, да, даже, допустим, если у вас уже долгие какие-то отношения, вы в этих же отношениях можете остаться, но только, допустим, договориться как-то по-новому себя вести и вот придерживаться этого обещания. Сегодня прекрасное время для того, чтобы отправляться на отдых, брать отпуск, для того, чтобы, там, может быть, перелет осуществить и так далее. То есть здесь какие-то перемены, значимые перемены, но которые вас от чего-то освобождают, да, вот делают вашу жизнь легче. Давайте посмотрим, что ждет близнецов. У вас, уважаемые близнецы, дама пиковая, и у вас здесь решается какой-то вопрос, скорее всего, связанный с деньгами, да, может быть, в ваш кошелек деньги должны прийти, здесь были какие-то задержки, может быть, какая-то большая сумма вам нужна, а здесь вы все-таки уже получаете то, что хотели. Ну и вообще, это карта исполнения желания. Это карта исцеления, если вдруг были проблемы со здоровьем. И это может быть вас касается исцеления, может быть, это в вашей семье, у кого-то тут выздоровление наступает. В общем, это карта, когда вы, знаете, в новую светлую полосу вступаете, когда вы, вот, знаете, на общее такое благополучие настроены,
И, может быть, кстати, по этой карте очень часто вы занимаетесь внешностью, покупаете себе какие-то подарки, одежду, что-то приятное, может быть, идете в кафе, праздник какой-то организуете. Очень приятный день. Особенно после тех трудностей, которые были, здесь вот все налаживается. Если в отношениях были там обиды, претензии, тоже вы здесь можете договориться. Давайте посмотрим, что ждет раков. У вас, уважаемые раки, король червовый, и вы заняты своей личной жизнью. А здесь личная жизнь, она скорее даже не романтического плана, а скорее всего здесь вы решаете какие-то насущные вопросы. Что-то важное для себя, может быть, покупаете, наводите порядок, может быть, в доме, да, в котором вы живете. В общем, у вас сегодня вопросы в основном касаются дома, семьи, отношений, но все-таки вы здесь на первом месте, да, именно вот от вас все зависит, как будет проходить сегодняшний день. А также очень важно сегодня создавать себе комфортные условия. Может быть, нужно отдохнуть, может быть, нужно отделиться от других членов семьи, побыть в одиночестве, что-то важное решить, ну, либо просто вот выспаться. А также эта карта, когда могут решаться вообще вопросы, любые связанные с какими-то нуждами, да, вот, допустим, нужно приобрести там продукты на неделю или нужно приобрести там что-то важное, там, может, химия бытовая или еще что-то. В общем, знаете, то, что вот прям каждый день мы чем пользуемся, да, мы можем сегодня это приобретать, вот эти вопросы решать. Может быть, также эта карта, когда вы получаете деньги, которые вот именно потратите на себя, на свои нужды. Это не что-то такое прям вот там красивое, дорогое, без чего можно обойтись. Нет, это то, что вот именно для жизни нужно. А также здесь могут решаться вопросы с недвижимостью, потому что рядом у нас восьмерка трифовая. Возможно, это была какая-то сделка по недвижимости. Да? Может быть, вы хотели продать, может быть, хотели купить, может быть, здесь банковские какие-то деньги, которые на недвижимость вы ждете. Может быть, здесь деньги, которые приходят от членов семьи. Вот такие вот дела тоже могут вас касаться. И вообще здесь вот день, когда вы закладываете, знаете, какой-то фундамент в чем угодно. Это может быть фундамент, допустим, вашей личности. То есть вы как-то, может быть, меняетесь, может быть, образование какое-то новое, получаете профессию, и это будет потом отражаться на вашей личности. Вы можете сегодня, допустим, заключать брак, знакомиться с каким-то важным человеком, приобретать недвижимость. То есть вы закладываете какой-то фундамент на долгие годы. Может быть, кто-то дело свое основывает. В общем, что-то важное такое для вас. Давайте посмотрим, что ждет львов. У вас, уважаемые львы, валет червовый, и у вас здесь день, когда вы очень довольны тем, что вокруг вас происходит. Во-первых, к вам сегодня очень хорошие отношения. Вы можете с кем-то договориться, познакомиться. Вы можете заключить какой-то важный договор, по которому будете получать хорошую сумму денег. Вы можете себе что-то там приятное, вкусное покупать сегодня, красивое, да, вы можете подарки получать сегодня. Ну и вообще эта карта, если вот она отношений касается, она такая вот романтическая, да, когда такие вот нежные чувства, роман, страсть и все такое прочее, да. Вот, также эта карта говорит о том, что вы можете сегодня заботиться о каком-то человеке, может быть, который сам о себе не может позаботиться, да, либо вы морально его поддерживаете, либо материально. В общем, здесь какая-то забота может быть о других людях, причем это бескорыстно абсолютно. Давайте посмотрим, что ждет деву. У вас, уважаемые девы, дама бубновая, и вы сегодня будете принимать какое-то важное решение, которое вот очень сложно принять, потому что вроде бы и оставить так, как есть, все, в принципе, нормально, да, не хочется ничего менять. И в то же время жизнь дает какие-то новые варианты для общения, для работы, для зарабатывания денег, для обучения. В общем, здесь у вас какие-то возможности открываются, а вы колеблетесь, не знаете, то ли выбрать, то ли нет. То есть несколько возможностей, несколько вариантов может быть. И поэтому решение такое сложное. Также вообще вот эта карта умножения, да, то есть это когда у вас вообще увеличивается то, что у вас есть. Становится больше денег, больше друзей, больше здоровья и так далее. Также эта карта, когда
вам может потребоваться помощь других людей, или, допустим, вы для того, чтобы договориться с каким-то человеком, вам нужен третий, ну, тот, который его знает, допустим, да, и через этого человека вы можете решать какие-то вопросы, ну, как посредничество такое. Давайте посмотрим, что ждет весы. У вас, уважаемые весы, шестерка червовая, и у вас здесь ситуация какая-то перемены, причем перемена неожиданная, перемена, которая в лучшую сторону. Здесь может быть исполнение мечты какой-то. Это прям не желание, да, это что-то крупное, какая-то мечта. Вы можете сегодня услышать о себе много хорошего, да, это как хорошая репутация, но практически слава добрая о вас идет. Вы можете сегодня выздороветь, вы можете сегодня, знаете, наконец-то получить силы для того, чтобы начать решать какое-то важное дело. И вообще вот эта карта будущего, вот в сегодняшний день закладывается такое будущее, которое вот вас ждет, это, наверное, ближайшие 2 года. Так, что еще здесь важно? Вокруг вас люди, которые к вам хорошо относятся, вокруг вас люди, которые вам помогают, в чем-то продвигают, тоже помощь здесь бескорыстная может быть. Также здесь, знаете, какие-то результаты. Ну, допустим, вы можете получить зарплату или какую-то крупную денежку, да. Вы можете получить какие-то дивиденды. В общем, что-то такое, как крупной суммой тоже может приходить. Либо это просто результат, ну, допустим, вы какое-то время делаете проект, потом за него приходят деньги. То есть это не то, что вот каждый день, допустим, вам деньги за что-то приходят, а именно вот за какое-то крупное дело. И также эта карта выигрыша очень часто, когда вы совершенно не думали, не гадали, и вот выиграли. Это может быть маленький какой-то приятный выигрыш, может и крупный денежный. Так, что еще важно, может быть, начинает тоже вот раскручиваться какая-то ситуация, которая долгое время стояла на месте. Если сегодня были какие-то предсказания, предупреждения, вот нужно их учесть, потому что, скорее всего, это важно. Давайте посмотрим, что ждет скорпионов. У вас, уважаемые скорпионы, туз бубновый. И здесь у вас начало какое-то для того, чтобы вы смогли себя реализовать. Знаете, это как такой задел на то, чтобы вы занялись чем-то новым, как-то по-новому себя проявили. Это новая работа, новые деньги, да, новый способ заработка. Это новый способ поведения, это новый образ. Вот по этой карте очень важно не только брать от других людей, да, рассчитывать на других людей, но и самим отдавать, вкладываться там в процесс, в отношения и так далее. А также эта карта, когда вообще успех в любом деле приходит. Это вообще карта счастья. Вот что для вас счастье на сегодняшний день, вот то и будет сегодня. Но это, скорее всего, то, что вы ждали. Это не просто неожиданность, это то, что вы ждали. Когда же это все случится, придет и так далее. А может быть, вот то, что закладывается сегодня, это даст результаты в июле и в августе. Знаете, у вас прям тут появляется желание жить, появляется желание что-то менять к лучшему. Давайте посмотрим, что ждет стрельцов. У вас десятка червовая выпадает, и у вас здесь может быть какое-то важное знакомство. Знаете, день, когда связи решают все. Вот если вы знаете людей, которые могут вам помочь в каких-то вопросах, смело обращайтесь, потому что, ну, как бы друзья нам для этого и нужны, связи нам для этого и нужны, чтобы мы друг другу помогали. Здесь может быть человек, сегодня появится, которому вы можете доверять, которому можете какую-то вот важную вещь сказать. Это может быть встреча, новая встреча с человеком, который станет другом. Также сегодня будет жизнь проверять вообще ваше окружение на верность, на надежность. Да? Вот вы сегодня увидите, кто вам действительно, ну, кому стоит верить, кого стоит оставить в своем окружении, кого лучше держать подальше. Может быть, это и встреча с человеком, которого вы давно ждали, это как спутник жизни. Ну, в общем, здесь вот именно отношения, взаимоотношения, связи, вот это то, что решает день. Давайте посмотрим, что ждет козерогов. У вас, уважаемые козероги, туз червовый, и вот вам очень важно сегодня принять то, что вам сегодня будут предлагать. Вам могут сегодня предлагать работу, деньги, вам может
кто-то будет предлагать там встречу, свидание, заключение договора. Очень важно сегодня это принимать. Вообще все, что жизнь дает. Очень важно принимать, а вам прям не хочется, да, может быть, из гордости, да, может быть, еще почему-то. Вот не пропустите этот момент, что-то очень важное в ваши руки идет. А также здесь ситуация, когда... Так, также здесь ситуация, когда могут решаться какие-то вопросы с трудоустройством, с обучением. В общем, какие-то результаты очень важные сегодня вы можете получить. Это, знаете, то, что сегодня происходит, это ваше лицо, да, это то, как вы себя проявляете, то, о чем вам говорят люди. Вот очень важно то, что сегодня происходит для вас лично, да, то есть день, когда складывается вот впечатление о вас у других людей, складывается, может быть, впечатление у работодателя, у которого вы работаете, да, или, может быть, это ваши сотрудники, если вот у вас свое дело. То есть очень важно, что вы делаете, прям нужно давать себе в этом отчет. А также по этой карте, может быть, хочется не только работать, но и отдыхать, да, хочется, может быть, устроить просто вот день, когда вы не думаете о работе вообще. Вам хочется только отдыхать, вам хочется развлечений каких-то, в каком-то красивом месте посидеть, вам хочется общаться с близкими людьми, с друзьями. То есть вы можете эту энергию направить в работу и многого добьетесь, но можете даже и сегодня пустить это на общение. Вот там, где у вас пробелы, там, где у вас мало энергии, то туда вот энергию лучше направить. Если работа страдает, то туда. Если отношения страдают, то значит в отношения лучше направить. Давайте посмотрим, что ждет водолеев. У вас, уважаемые водолеи, дама червовая. И у вас будут какие-то перемены, скорее всего, неожиданные. Перемены, связанные, может быть, с переездами, с передвижениями любыми. Может быть, какие-то новости неожиданные приходят. Ну и улучшение ситуации. Прям вот это не просто неожиданные новости, которые вас огорчают. Нет, это новости, которые вас радуют. Это какое-то улучшение, рост, развитие какой-то ситуации. Может быть, для кого-то это новая работа, новое дело. Это может быть для кого-то новые люди в доме. Может быть, возвращение в семью кого-то, кого вы ждали. Или вообще там новые абсолютно люди приходят в семью. Но в любом случае здесь очень много каких-то передвижений, очень много общения, очень много дел, звонков, переписки, может быть. Что еще? Может быть, здесь какая-то доставка идет, то, что вы заказывали, да, вам приходит. Может быть, вы какие-то бумаги подписываете, может быть, их очень много, да, которых нужно оформить, какие-то справки, разрешения. Они вроде бы мелкие, но без них там ничего не сделаешь. И благодаря этому вы можете здесь что-то менять. Давайте посмотрим, что ждет рыб. У вас, уважаемые рыбы, девятка бубновая. Смотрите, у вас тоже какой-то день очень важный, что-то меняется, особенно если что-то стояло, стопорилось или вам в чем-то отказывали. Вот сегодня, наконец-то, ситуация начинает развиваться, значительные перемены. Но, скорее всего, то, что сегодня зарождается, оно в августе прям в полной мере проявится. А сегодня вы можете выздороветь от болезни серьезной. Вы можете с человеком, который к вам плохо относится, как-то поговорить, договориться, да, либо вообще вы можете с ним расстаться, если человек не понимает. Сегодня может быть окончание какого-то важного периода, ну, допустим, месяц, какой-то месяц вашей работы, который будет оплачен сегодня. Может быть, это будет какой-то юбилей, допустим, вы вместе прожили там с партнером 10 лет, и это такой период, который, ну, значительный, да, вы можете оценить его как-то. Это может быть и в работе, допустим, какое-то время, там 5-10 лет проработали там на одном месте, или еще что-то такое важное сегодня происходит, когда вот один период крупный заканчивается, другой начинается. И вообще сегодня может быть очень большое количество работы, может быть, вы копили и накопили, вот дальше откладывать нельзя, сегодня приходится делать сразу все. Ну, вы тут справитесь, просто такая ситуация создалась, когда вот интенсивная такая работа,
очень много энергии надо потратить. Давайте посмотрим, что ждет нас в конце дня. Выпадает валет пиковый, и здесь выходит тема заботы на первый план. Забота о нас, да, других людей, наших близких, или мы должны о ком-то позаботиться. Здесь вот ситуация, когда сам человек не справляется. Может быть, с эмоциями не справляется, может быть, усталость, очень много дел, да, нужна поддержка. Или, может быть, человек в чем-то не имеет компетенции, да, вот ему нужно помочь. Вот такого рода здесь будет ситуация. Друзья, пусть день пройдет самым лучшим образом. Пишите, как у вас все происходит. И всего вам доброго, до новых встреч.